Допустим, в России есть врач, есть судебно-медицинский эксперт, есть врач-патологоанатом. И обычно в сериалах это все мешает, в сериалах показывают что-то среднее между этим. Вот, это, во-первых. Во-вторых, это, конечно же, как вот изображают материальную базу. Что вот какие-то просторные эти лаборатории, освещенные, какая-то вот аппаратура там чуть ли не как на космодроме, и что ты кнопку нажал, и тебе там имя убийцы говорят, ну, конечно, это бред. Я понимаю, что в кино очень много условностей и очень много допущений. Такие сериалы, как «След», ну, он, правда, он очень фантастический. Вот это уже материальная база, которая, я говорю, фантастическая. Ну, для нашей страны особенно, к сожалению. То есть, ну, я не поверю, что где-то в России есть подобная структура, которая так хорошо финансируется. И во-вторых, это когда модельной внешности блондинка, на высоких каблуках, накинув белоснежный халат на плечи, с длиннющим маникюром бежит на исследование тела. Ну, я в это не верю. Это просто как бы, ну, цирк. И особо я бы выделил два сериала. Это «Тайны следствия». Это отечественный сериал. Но там есть персонаж, он именно эксперт, судебно-медицинский эксперт. Приходит, там, вставляет пару шутеечек. Вот он там не лезет в какие-то дела, вот именно в дело производства, не пытается что-то расследовать. Он приходит и делает свою работу и как бы уходит. Ну и, наверное, то, что наиболее точно нашу работу передает, это, как ни странно, сериал «Секретные материалы». Да, потому что специальный агент Дана Скали, что именно она делает и как она это делает, на мой взгляд, наиболее точно передает нашу работу. Например, она в нормальном морге, не каком-то там суперморге, нормальный обычный морг человеческий, можно сказать, проводит скрупулезное исследование тела, одевшись в перчатки, в очки, в шапочку, в фартук, в экран защитный. То есть она скрупулезно надиктовывает наблюдаемые какие-то вещи на диктофон, производит детальные исследования. Считаю, что вот именно к ее образу должны стремиться и современные деятели кино и малого экрана, чтобы как-то передать вот более-менее достоверно нашу работу. Более чем. Вообще ничто так не повлияло на выбор моей профессии, как малый и большой экран. Как-то вот я однажды включил, если я не ошибаюсь, канал НТВ, и там был очень модный сериал «Скорая помощь». Ну, Джордж Клуни в свои лучшие годы, конечно, был прекрасен, и мир медицины меня вот очень увлек, наверное, именно с этого сериала. И тогда я выбрал для себя медицину. А впоследствии, во время учебы в мединституте, я как-то немного подостыл с этой темой, да и сериалы с фильмами другие пошли немного. И тогда был в моде CSI «Место преступления». И да, этот сериал показался мне нереально просто зрелищным. Когда я попался на эту удочку как обыватель, я связал свою жизнь в итоге с тем, с чем связал. Ну, конечно, разительно. Конечно, разительно различается все. А, естественно, 95% это рутина и однообразные дела, потому что люди как били друг друга 100 лет назад, так они и сейчас бьют друг друга. Нет, не думаю, что мне страшно было бы. Ну, не страшно. Я, наверное, боюсь смерти. Ну, мало кто не боится смерти. Только дураки не боятся смерти все равно. Но ты должен понимать, что это твоя работа, что кроме тебя никто не сделает, и что человек как бы уже умер, и что надо исследовать его. Уже объект, уже не ты скрываешь не человека, ты раскрываешь объект уже для экспертизы. И, как бы, и помочь как-то в этом плане для живых, там, для родственников, для следствия и прочее. Ну, возможно, на самом деле, да. Думаю, как-то юмор очерняется немного, как-то вот начинаешь каким-то, к вещам, к которым люди относятся трепетно, ты начинаешь относиться, как к своей вот работе. Ну, я, естественно, смотрю фильмы, сериалы в меньшей степени, анимационные фильмы, как и все люди, наверное. С друзьями гуляю, там, хожу на викторины всевозможные, люблю читать поэзию, я не знаю. Моя страсть, конечно, история. Я люблю смотреть исторические стримы всевозможные на Ютубе и прочее. Конечно, безусловно, интересно. После убийства Цезаря, там определили, что, допустим, у меня там 20 ножевых ранений, и именно там 3-е было смертельное. То есть, выхотета, конечно, понятно сейчас, что это, немного наивно верить в это. Но вот хотелось бы побывать, конечно, посмотреть, вот как вот вообще. То есть это тело Цезаря, Наполеона, например. То есть людей, которые там эпохи творили.
Я бы, наверное, хотел исследовать тело Македонского, ну, Александра Македонского, потому что как бы непонятно, ради чего он умер, то есть загадка же истории, вот почему там отравили его там, или как. Вот. Мне хотелось, наверное, посмотреть. Вот. Наверное, все-таки людям не хочется верить, что он взял там и от цирроза печени там, спился, там, грубо говоря. Всем хочется верить, что там какой-то был заговор, что вот, там не мог он просто так уйти. И то, что там Наполеона отравили на этом несчастной острове Святой Елены. И для меня вот это соединение медицины и истории – это очень интересная тема. И я всегда стараюсь смотреть, если попадаются такие документальные фильмы на эту тему. Ну, естественно, любые злоупотребления чем-либо в жизни, запрещенные вещества, там, токсические, незапрещенные даже, тот же сахар какой-нибудь или жир, они, конечно, откладывают на теле, на организме свои какие-то вот изменения накладывают. Следы всегда есть. Нет, наверное. Для меня, наверное, это внесло больше нотки какого-то фатализма в жизни, что ли. Ну, ты вот живешь такой, там что-то страдаешь, там что-то строишь какие-то планы, радуешься, а потом как бы и все, и ты уже как бы лежишь на столе. Вот. Так что надо как-то вот стараться там воплощать планы свои, там, рисковать немножко, может где-то. Ну вот жить, потому что никто не знает, там, сколько жить осталось и как вот человек встретит свой конец. Поэтому какой-то фатализм, да, наверное, развился еще больше вот в плане работы.